Здравствуйте! В эфире субботний выпуск новостей Сапшала. В студии Алика Трабш. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня и о других актуальных темах. В сегодняшнем выпуске Сухум и Москва подписали соглашение о сотрудничестве. Праздничные мероприятия в честь Дня города Сухум. Банк Абхазии на международной нумизматической выставке ярмарки в Гонконге. В Абхазии находится делегация Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. 8 июля в столице отметили День города. Сухуму в этом году исполнилось 2507 лет. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут проходить 3 дня. Начались они 7 июля с концерта звезд российской эстрады на набережной Сухума. В сам День города администрация столицы организовала множество интересных мероприятий, как для взрослых, так и для детей. В торжествах приняли участие президент Аслан Бжания. На некоторых площадках работала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чачава. Празднование Дня города началось с пятничного концерта звезд российской эстрады Анны Семенович, Дмитрия Маликова и Дарьи Антонюк. Мероприятие проходило на Сухумской набережной у колоннады и собрало множество зрителей. В том числе на нем присутствовали президент Аслан Бжания и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Первой на сцену вышла Анна Семенович. Она тепло поздравила сухумчан с Днем города, отметив близкие отношения между столицами Абхазии и России, и объявила, что откроет концерт победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк. Дарья также поздравила всех присутствующих с праздником и поделилась, что у абхазской столицы очень домашняя атмосфера. Во время исполнения одного из известных шлягеров начался дождь, но пока это не сильно испугало собравшихся. Однако спустя еще несколько композиций стихия разыгралась не на шутку, а люди стали расходиться. К сожалению, из-за сильного ливня концерт пришлось завершить, что, впрочем, не сильно испортило впечатление зрителей. Очень красивая певица и очень талантливая. Я всегда смотрела «Голос», и Дарью Антонюк я знаю прекрасно. И я хочу сказать всему абхазскому народу огромное спасибо, что вы так гостеприимны, что вы такие все крутые. И, конечно же, вашему президенту счастья, здоровья, всем-всем! На следующий день празднование Дня города продолжилось. В Центральном выставочном зале открылась однодневная выставка, посвященная столице «Сухум – праздник, который всегда с тобой». В композиции представлено 35 работ абхазских художников, почти все из них из собрания Национальной картинной галереи. Организована выставка при поддержке администрации города. По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, главная тема композиции в этом году – места культурной памяти города. Совершенно особенная, трогательная и колоритная выставка определенно стоит того, чтобы увидеть каждую из работ в праздничный день. Менялись художники, менялся город, но пространство, вот культурное его пространство, да, оно не перестает волновать. Вот в чем цель, суть и задача, наверное, самой выставки. Здесь есть, допустим, графика Зои Аджинджел, да? Здесь есть акварель Варвары Бубновой, Борис Петров, Руслан Габля, Байджан. Это все живописные полотна. И поэтому они сделаны в самой разной технике. И если вы обратите внимание, здесь одни и те же улицы, одни и те же памятники и пространства совершенно по-разному переосмыслены. И это прекрасно. День города, я помню, давным-давно думали, какой день, как это сделать.
не было этого праздника. Я рад, что этот праздник сегодня есть. Потом наш город с большой, с длинной, красивой историей. Очень много-много лет, и его возраст, его красота этого города, она видна невооруженным глазом. Под открытым небом на набережной Махаджиров воссоздали в честь праздника традиционное абхазское подворье. Открытие ярмарки, представленной и фудкортами 7 столичных ресторанов, развлекательной программой и даже образовательной, выставочным стендом Абхазского государственного музея, посетил президент Аслан Бжания, мэр столицы Беслан Эшба, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы и делегация гостей, глав и заместителей городов России, побратимов Сухума. Аслан Бжания и Беслан Эшба вместе с гостями республики посетили ярмарку, послушали национальную музыку в исполнении 2 ансамблей и даже заслушали короткую, но познавательную лекцию, посвященную традициям Абхазии от представительницы Национального музея. Отовсюду доносились поздравления с Днем города. Ярмарка собрала множество гостей и жителей столицы. Атмосфера праздника буквально витала в воздухе. Не обошлось и без ярких перформансов. Мэр столицы также поздравил всех сухумчан с праздником. От имени администрации города Сухум, от себя лично хочу поздравить всех с Днем города. Столица Абхазии, город Сухум, является гордостью нашей страны. Мы только так подходим к этому, никак по-другому. Поэтому и хочется в этот день всем пожелать жителям города крепкого здоровья в первую очередь и многочисленных успехов, самых разных, чтобы каждый занимался тем, что ему нравится. И эти возможности, я думаю, кроме республиканских возможностей, но и город тоже будет стараться создать эти условия. Я хочу сказать, что нам еще много предстоит сделать, конечно, создавать такие же условия комфорта, комфортной среды, таких точек радости, скажу. Но мы стараемся на самом деле сделать и создать такие места в городе. Забот много. Если до каждого горожанина мы не дошли каким-то образом, да, чтобы я, пользуясь случаем, хочу всех поздравить и действительно, чтобы каждый гражданин любил свой город. Если мы так будем относиться к этому, то у нас все получится, все вместе. В 5 часов в парке у Государственного музея открылась еще одна интересная выставка. На этот раз молодых художников под названием «Сухум. Вчера и сегодня», организованная Управлением по делам молодежи и спорта администрации города. В композицию вошли множество работ, в том числе ретро-фото столицы. Колоритный, живой, настоящий, прекрасный Сухум. На полотнах множество имен раскрывается с самых удивительных сторон. Сегодня вся столица – сплошной праздник. Аутентичный, неподдельный. Такой, каким может быть только сам Сухум. Праздник, который всегда с тобой. Рада Чачава, Заур Кварча, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
Президент Абхазии Аслан Мжаня поздравил жителей Сухума с Днем города. Сухум – это не просто город, в котором мы живем, но прежде всего живой символ нашей истории и культуры. Всю свою более чем 2500-летнюю историю Сухум являлся важным экономическим и политическим центром и, сохранив это драгоценное историческое наследие, сформировал уникальный характер своих жителей. В этот особый день мы отмечаем не только прошлое и настоящее Сухума, но прежде всего обращаемся к будущему. Наша общая цель – сделать наш город еще лучше, развивать его потенциал и создавать благоприятные условия для каждого жителя Сухума, говорится в поздравлении главы государства. С Днем города жителей Сухума также поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. День города – это праздник, который объединяет все поколения горожан. Мы гордимся их преданностью родному городу, стойкостью и умением после тяжелых испытаний военного и послевоенного времени сохранить в себе бодрость духа, созидательную энергию и активную жизненную позицию, говорится в поздравлении Лаша Ашуба. Спикер парламента выразил уверенность, что жители Сухума будут равняться на тех, кто во все времена любил свой город, приумножал его добрую славу и вложил свою душу в его развитие. Администрация Сухума и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали мэр города Сухум Беслан Эшба и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Соглашение подразумевает взаимодействие и обмен опытом в области дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, информационных технологий, образования, культуры и здравоохранения и подписано с целью развития двустороннего сотрудничества между городами и углубления дружбы и взаимопонимания между их жителями. Вот сегодня мы подписали соглашение, которое, еще раз повторюсь, открывает новые возможности. Это весь социальный блок. Да? Это и спорт, и культура, и образование, и молодежная политика. Вот. Не говоря уже о градостроительстве, возможности развития именно системы ЖКХ, вот, градостроительной документации, имеется в виду архитектуры, во всем нам будут помогать. Москва сегодня это один из лидеров в развитии градостроительной политики, в развитии социальной сферы. И мы хотим своим опытом поделиться с нашими коллегами из Сухума. Делегация Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края во главе с заместителем муфтия Ибрагимом Шхалаховым посетила Абхазию с целью передачи руководству Единого Духовного управления мусульман Абхазии пожертвований на строительство Гудаутской мечети. В рамках визита в Сухумской мечети состоялась встреча делегатов с муфтием Абхазии Тимуром Дзыбом, руководством Единого Духовного управления мусульман Абхазии и советником президента Абхазии по делам религии Резо Кация. Это не первый приезд наших братьев. Мы рады их всегда видеть, и очередной раз они рядом с нами во всех благих наших начинаниях. Этот визит связан с тем, что в ближайшее время мы приступаем официально к строительству в Гудаутском районе на выделенном участке, административный комплекс, религиозный, Духовное управление мусульман Абхазии. И наши братья первые, кто откликнулся, когда мы объявили о том, что происходит сбор средств на строительство данного комплекса, первые, кто официально откликнулись, это были наши братья адыги, это мусульмане Республики Адыгея Краснодарского края. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за ту помощь и поддержку, которую мы видим постоянно со стороны Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Сегодня есть такая возможность, открыты двери для взаимосотрудничества, для того, чтобы мы могли участвовать в таких благих делах, благих акциях, как строительство мечети. На самом деле, когда мы строим мечеть, мы не просто строим обычное здание, а мечеть, это мы знаем, это свет, это правильное понимание тех ценностей, которые прививает нам ислам.
Национальный банк Абхазии во второй раз принял участие в 10-й международной нумизматической выставке-ярмарке, проходившей в Гонконге с 23 по 25 июня. Объем реализованных банкнот в рамках выставки составил порядка 2 миллионов рублей. Банкноты Абхазского банка приобрели нумизматы из более чем 30 стран мира. Подробности об участии в крупнейшем нумизматическом событии рассказал нам председатель Национального банка Беслан Барателия. Банк Абхазии выпускает монеты и банкноты с 2008 года. С этого времени выпущено более 100 видов монет и 2 банкноты, 500 абсаров с изображением Владислава Ардзенба и 25 абсаров с изображением ястреба. Банк Абхазии поставил перед собой задачу заявить о себе, выйти на международный уровень, войти в сообщество стран, выпускающих деньги. Нацбанк участвует в различных выставках в Москве, Нью-Йорке, Гонконге. Международная нумизматическая выставка-ярмарка в Гонконге – крупнейшая нумизматическая событие в Азии. Выставка объединяет аукционные дома, кредитные организации и частных коллекционеров из более чем 40 стран мира – Великобритании, Австралии, Франции, США, Японии, Иордании и другие. Уже во второй раз Национальный банк Абхазии принимает участие в данном мероприятии. На стенде Национального банка была представлена государственная символика Абхазии, памятные монеты и банкноты, первый систематизированный каталог памятных монет и банкнот Абхазии, изданный на английском языке, рекламные и демонстрационные материалы. Поскольку первый раз мы были в Гонконге 5 лет назад, и к тому времени ни одной банкноты Банк Абхазии еще не выпустил, в принципе, тогда и возникла идея у нас развивать это направление, потому что оно очень перспективное. В эту поездку мы взяли с собой 2 банкноты, и, честно говоря, мы были приятно удивлены тому, что в профессиональной среде о эмиссионной деятельности Банка Абхазии уже знали. Были приятно удивлены тому, что помимо нас и другие участники, особенно дилеры, также реализовывали наши абхазские банкноты. То есть она уже вышла на международный уровень, но, конечно, наше присутствие, оно подстегнуло интерес. Азиатский регион является не новым для Национального банка направлением. И если в первый раз первостепенной задачей было заявить о себе, то сейчас Банк Абхазии оказался полноценным и очень востребованным участником. Азиатский рынок – это крупнейшая нумизматическая площадка, которая стремительно развивается и характеризуется высокими продажами. По словам Беслана Барателия, эта площадка представляет большой интерес не только с точки зрения продажи абсаров, но самое главное – популяризации Абхазии как независимой признанной страны. Для Банка Абхазии это не сколько заработок, хотя мы и заработали там до 2 миллионов рублей, реализовали банкнот и монет на выставке. Для Банка Абхазии было важно это представление не только Банка Абхазии, а о том, что Абхазия – это страна. Ведь что отличает независимую страну? Что она может печатать деньги. Не может непризнанная, независимая страна или часть какой-то страны заниматься эмиссией. Да? То есть мы тем самым хотели показать, что мы существуем как страна, и мы хотим занять достойное место на нумизматической площадке в мире нумизматики. Особенностью банкнот Банка Абхазии является то, что тираж, который выпускает Банк Абхазии, ограничен. И тираж очень маленький. Первая банкнота Владислава Ардзенба 10 тысяч штук, вторая банкнота 15 тысяч штук. Это вызывает еще больший интерес. Повторить невозможно. В этом ее смысл, что она будет только расти в цене. Безусловно, дальнейшая судьба абхазских банкнот, приобретенных нумизматами на выставке в Гонконге, не могла не интересовать Банк Абхазии. Так, география, ареал распространения абхазских банкнот составляет более 30 стран мира – Канада, США, Мексика, Перу, Чили, Индия, Пакистан, Япония, Германия. Большим достижением для Нацбанка является то, что участники выставки в Гонконге уже знали об Абхазии через банкноты. Абхазия представлена как независимое государство. То есть, если вы открываете каталог официальный, да, этого крупнейшего нумизматического события в Азии, здесь список участников. И, к примеру, мы видим Бельгия, Франция, Вьетнам, Швеция, Абхазия, Гонконг, Великобритания, то есть National Bank of the Republic of Abkhazia, Абхазия. И для нас это, конечно же, очень лестно и очень приятно, что теперь про Абхазию знают как о независимом миссионном центре, независимом государстве. Люди интересуются, хотят приехать, хотят узнавать больше. Кроме того, могу вам продемонстрировать на данный момент одним из китайских разработчиков, они разработали приложение Web Store, который посвящен полностью всем памятным банкнотам мира. И они сами по собственной инициативе загрузили наши банкноты. На заглавной странице вы видите нашу памятную банкноту.
полная будет информация о ней, и дальше справка идет о стране. И они обратились к нам с просьбой дать больше информации о стране, так им стало интересно, что такое Абхазия, что она себя представляет. Мы отправили им больше материалов, и они дополняют ее. Тем самым, как нам сказал один из самых главных дилеров, памятный банкнот – это визитная карточка страны. И благодаря этой визитной карточке страны очень большое количество людей со всего мира теперь узнают про Абхазию. Участие в подобного рода мероприятиях дает возможность Банку Абхазии приобретать деловые контакты и связи, позволяющие расширять свою деятельность. В частности, в рамках гонконгской выставки были достигнуты договоренности с монетными дворами и аукционными домами, с которыми уже ведется деловое сотрудничество. Музей Банка Абхазии в настоящее время является единственной в нашей стране развернутой экспозицией, которая посвящена истории денег, обращавшихся и выпускавшихся на территории Абхазии в течение 2500 лет. И, конечно же, Банк Абхазии пополняет коллекцию музея ежегодно. Алика Трапжзаур Кварчия, Абхазское телевидение. Уже несколько лет на YouTube-платформе существует мультинациональный проект, пропагандирующий традиционные ценности кавказской культуры «Крылья нации». Это некоммерческий проект, созданный несколькими энтузиастами, рассказывает не только об абхазах и абхазской истории, но и о братских народах. Подробнее о проекте и его авторах расскажет Рада Чачава. Миру не хватает духовности, говорит соавтор проекта «Крылья нации» Эсма Хурхумал, рассуждая о целях создания мультинационального проекта, пропагандирующего традиционные ценности кавказской культуры. Несколько лет назад мы решили создать идеологический проект, который будет направлен на поднятие нравственно-духовных ценностей. Скооперировались и создали. Наш канал есть в Ютубе. Также какие-то фрагменты мы выкладываем в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram. В Фейсбуке и в Инстаграме идет большой поток, так как вы знаете, там надо каждый день что-то выкладывать. Там тоже в основе всего человечность должна быть, неважно, это в Америке происходит какой-то случай, там статьи, какие-то фрагменты видео. А вот в Ютубе наш основной канал, там видеоматериалы, это передачи. Но нас смотрят по всему миру, нам пишут различные отзывы и свои впечатления кавказцы в первую очередь. Хотя, если честно, и не только. Ряд передач смотрели в разных регионах России. Участники проекта снимают документальные фильмы, касаясь самых разнообразных тем жизни Кавказа, истории народов и традиций. «Крылья нации» не просто рассказывают зрителям и читателям об истории Кавказа и Абхазии. Целью проекта, как отмечают его создатели, является именно распространение ценностей Апсура. Основополагающих в любых направлениях являются все-таки духовно-нравственные ценности. И неважно, какую профессию выбирает человек, но вот в основе всего этого все начинается именно с его понимания, отношения, формирования духовной составляющей стороны. И мы сделали упор на это. Мы выбрали в основном 3 направления, 3 разные формы. Это везде у нас Апсора заложено, неважно в каком контексте. Даже если мы показываем историка, профессора или археолога, самые главные ценности, задачи, которые мы показываем в передаче, именно Апсора, человечность у нас заложена в самом основании этого. Особое важное место в творческой деятельности проекта занимает также тема махаджирства. Участникам и создателям «Крыльев нации» хочется не просто рассказывать и показывать жизнь соотечественников за рубежом, но и способствовать укреплению связей между диаспорами по всему миру. Многие кавказцы с Франции, с Венгрии, с Австралии, которые понимают русский, у нас на русском языке, они писали нам очень теплые отклики, и именно эта сторона воодушевляет нас и придает нам силы, потому что, как известно, когда ты начинаешь какой-то самостоятельный проект, то ты подобна рыбе, которая плывет против течения воды, это очень сложно. И именно такое отношение, поддержка, человеческая помощь придает нам силы. Кавказ — это единый организм, который связан между собой непрерывной какой-то невидимой
силой. И если на самом деле абхазы, как и другие представители народа, хотят ощутить более свою силу, мощь, им обязательно надо между собой компонировать, держаться. Рассказывая о других, мы себя лучше познали и почувствовали еще больше свою силу. Мы думали, что мы делаем это ради них, на самом деле мы раскрывали свое «я». На YouTube-канале «Крылья нации» множество видео, посвященных кавказской истории и культуре, взаимосвязи всех горских народов. Некоммерческий проект, созданный несколькими энтузиастами, рассказывает не только об абхазах и абхазской истории, но и о братских народах, выпускает интересные интервью и познавательные беседы с историками, творческими и общественными деятелями. Совершенно случайно начали один исторический блог с Русланом Гожевой. Он тоже является одним из участников «Крылья нации», полноценный участник. Мы как-то начали делать этот исторический блог, там он немного рассказал о представителях народа Дагестана, потом об адыгах, и далее пошло осетин, ингуши, чеченцы, а про себя мы стеснялись рассказать. Как бы, получается, мы, что ли, сами о себе будем хорошо говорить, это как-то неприлично, стыдно. Но потом уже, когда мы рассказали о большей части народов Кавказа, мы уже в конце сделали фильм «Апсу-Абхазы». Благодаря тому, что мы изначально постеснялись о себе рассказывать, в итоге это все привело к тому, что когда мы уже о себе делали блог со спокойной совестью, мы его сделали настолько качественно, и у нас открылись такие возможности, которые мы не предполагали в первых блогах. Первые выпуски проекта снимались в 2018 году, и, по словам создателей «Крыльев нации», в них непосредственное участие принимали наши коллеги, сотрудники АГТРК, главный режиссер Давид Авицба и оператор Джамбул Чхапелия. На данный момент постоянными участниками проекта являются 3 человека. Я хотел бы выразить большую благодарность при создании этого проекта Джамбулу Чхапелия и Давиду Авицба. Они очень сильно нам помогли, когда мы его создавали, первую передачу снимали, они от себя очень большой вклад внесли. Основные участники — это вот Павел Хонеля, Анзор Маршан. Авторы проекта признаются, работа порой тяжела и без сложностей, конечно же, не обходится. Но цель, как бы это высокопарно ни звучало, безусловно, того стоит. Ведь даря добро людям, рассказывая и просвещая, получаешь в разы больше, чем отдаешь. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.